Здравствуйте, друзья! Если вы смотрели мои предыдущие видео, связанные с панелью Nexen, я там передавал данные, то есть значения с командами таким образом. Сначала идет значение, потом в конце вместо команды один из букв алфавита. Но стал сделать проект с Nexen, где необходимо было передавать около 200 разных команды с данными, со значениями. И вот буквы алфавита перестали хватать для этой цели. Я решил воспользоваться способом, который Николай Калинников на своем канале показывал. Вот этот способ. Я попозже вот это в FL Pro покажу, как это делается. И решил вот создать такую простую схему для демонстрации вот этой возможности. И кроме того, вот здесь под видео у меня, вот прошлое видео, уровень Wi-Fi сигнала, появилась вот такая запись, Дом Word, вот написал. Так, очень хотелось бы увидеть проекты на ESP32 плюс каскада. Так, я решил вот это все совместить в одну кучу. Сделал простой проект на ESP32. Это бит-регулятор. Мне вот это тоже многие просили делать бит-регулятор. Но я здесь сделал вот такой простой с бит-регулятором. Вот это проект с бит-регулятором. Здесь одновременно работает Nexen, подключена ESP, и одновременно каскада. Но я каскады не все моменты отображал, просто показал, что вот это как работает. Давайте посмотреть видео, вот как это работает. Потом дальше продолжим. Теперь, друзья, давайте посмотрим одновременная работа каскады и панель Nexen. Вот здесь показывает Nexen панель, температура 2675, здесь это каскада. Ну, я постарался максимально как бы вид, чтобы сохранить. Ну, так получилось у меня. Единственное, что вот здесь, эту вторую страницу на каскаде я не делал, думаю, это лично, просто показать, что это возможно, чтобы обе вместе одновременно работают. Вот посмотрите, здесь данные все, какие здесь есть, здесь тоже все одинаковые, здесь включено. Давайте здесь выключим этот терморегулятор, выключаем. Выключили и одновременно здесь выключился. Давайте здесь включим. Давайте вот теперь здесь включим. Вот отсюда включили и одновременно, прям мгновенно все работает без никаких задержек. Давайте температуру будем трогать, датчики, и температура будет увеличиваться. И одновременно там будет, вот посмотрите, то есть без задержек, без ничего, обе вместе одновременно работают. Давайте отсюда какое-нибудь значение поменяем вот из этих. Вот давайте, вот поменяю, допустим, здесь сделаем 28 градусов. Вот 28. Окей. И здесь надо сохранить. Чтобы сохранить, вот нажимаем эту кнопку. Вот 28. И здесь тоже одновременно 28 стал. Вот это вместо 500 давайте сделаем 900. Окей. И здесь сохраняем это. Вот и прямо мгновенно все это работает. Здесь очень хорошо, прям быстро все одновременно работает. Вот переходим здесь. Так, выключили, там выключился. Отсюда включили, здесь включился. Вот таким образом это все работает. Остальные на компьютере посмотрим.
Теперь, друзья, давайте посмотрим другое видео, где я взял все это натурально, то есть на столе вы уже увидите панель Nexion, там на телефоне каскада и вот этот терморегулятор, уже натурально это посмотрите. Но я хочу предупредить, что в телефоне, вот когда с сервера скачал вот эта программа для каскады, он настолько мелко, и этот разрешение сбился, вот цифры немножко по сторонам, я пытался его на место ставить, но там я вот сделал ошибку, наверное, вот я хотел натурально делать, то есть, чтобы размер Nexion и этот на каскады тоже они одинаковые были, то есть какой размер здесь, такой здесь, телефонный разрешение где-то 1440 с чем-то, и вот это очень маленький получается, если на экране телефона посмотреть, но дело не в этом, просто я хочу показать, что одновременно можно это будет работать. Давайте посмотреть второе видео. Итак, друзья, здесь на столе видите работа бит-регулятора. Одновременно вот здесь работает каскада. Здесь панель Nexion. Здесь регулятор включен. Давайте выключим регулятор отсюда. Вот все выключили. Давайте отсюда включим. Вот включили. Здесь показывает температура. Вот здесь то же самое. Сейчас буду держать датчик, и температура должна увеличиться. Вот уже 28, 29, 30. Одновременно и здесь работает. Так. Ну, я не буду данные. Мне неудобно отсюда как-то менять все это. Там наоборот стоит, и еще очень мелко. На компьютере, то же самое покажу на компьютере, и там покажу, как менять все это. Все работает отлично. Одновременно работа каскада и панель Nexion с терморегулятором. Теперь, друзья, давайте посмотреть, как это работает на панели Nexion. Сейчас вот Action Editor включена, вот это наша программа, и про команд давайте посмотреть, как это работает. Давайте я решил сделать так. Вот, допустим, нам необходимо передавать данные, вот здесь что будет, и отсюда при нажатии вот эти кнопки, эти данные надо отправлять к этим к контроллеру. Вот нажимаем на эту кнопку. И здесь посмотрим, что у нас есть. То есть команда 000, и здесь print T9 текст. То есть у нас вот то, что вот здесь будет, вот, то есть я неправильно, не сюда, мы здесь меняем. Вот T9, вот здесь какой текст будет, это будет, сначала будет цифры 000, 0, потом вот эта цифра здесь какой будет после, а потом после, вот при помощи построки, вот этой FB блока построки, мы разделяем первые три, вот это, как у нас будет команда, остальные разделяем, как будет уже значение. Это, вот отсюда, это уже будет, вот команда, видите, 001, потом текст, 002 текст, 003 текст, и на первой странице здесь, вот если здесь нажать, здесь только у нас команда идет 004. При вот этой команде там терморегулятор, если выключено, включится, если включено, выключится. Вот это таким образом работает. Давайте еще на деле подключаемся. У нас вот это подключен в данный момент. Так, сейчас надо подключиться к контроллеру. Вот отсюда подключаемся на COM7 у нас и старт. Все, подключились, данные получили. Вот теперь здесь посмотрим, что будет. Вот давайте вот так. И отсюда вот, допустим, какую-то цифру поменяем. Допустим, ну, первый 580, допустим, зададим ОК. Нет, я неправильно, температуру не надо было.
Давайте вот это 580 зададим. 580. Окей. Вот это 900. Вот данные передавались туда, вот и 580. Но здесь это быстро мелькнуло, это не заметил, вот какой это. Давайте отсюда отключим, чтобы... Так, вот это старт сделаем, это здесь... Давайте еще раз сделаем. Вот видите, посмотрите, какая команда 001 и 580. Отсюда вот разделяем, вот первые три у нас будет команда, а это будет у нас значение. Вот таким образом это на Nexion работает. Давайте теперь посмотреть схему вот этого терморегулятора. Так, схема терморегулятора проста, вот здесь тоже есть, ну давайте так, как надо. Вот схема терморегулятора такая, здесь панель Nexion, здесь питаем его от 5 вольт, вот на ESP32 питание, вот это 5 вольт здесь, и GND отсюда берем, питаем, здесь RX, вот RX Nexion, вот это желтый RX, здесь подключен TX на ESP, а TX на Nexion подключен RX ESP. Здесь у нас этот DS18B2 стоит при помощи вот этого подтягивающего резистора 5 кОм, вот это второй вывод подтянут к плюсу. Он питается у нас от 3 вольт. Вот обратите внимание, вот Nexion питается от 5 вольт, а вот этот сам DS18B20 подключил, вот 3,3 вольта питается. Так. И здесь при срабатывании, вот здесь, то есть здесь работающим режиме и светодиод подключен. То есть если обогреватель включается, светодиод горит, и он как бы в режиме шим работает, больше, меньше может показывать. И вот это идет к схему шим регулятора. То есть надо, чтобы вот этот обогреватель подключен был при помощи диммера или какого-то устройства. Но здесь я шим подключил. Вот так. И питание вот от USB, вот подаем 5 вольт. Так, и нужен блок питания для вот, чтобы работал Nexion и вот ESP. Ну, 1 ампера хватит. Вот. Хватит для работы обоих. Так, теперь давайте посмотрим все это на FL Pro, как сделан. Теперь, друзья, давайте посмотреть, как это все выполнено на FL Pro. Так, давайте с левой стороны посмотреть. Здесь я подключил клиент. У нас это ESP32, вот. И в клиент здесь надо имя сети, у вас какой сет будет, имя сети, здесь пароль для вашей сети, здесь IP-адрес вот такой задал, вот ESP32 подключается, вот 192.168.1.20, вот такой IP-адрес, но у вас может быть роутер, другие IP-адреса будет поддерживать, можете свой отсюда задавать. Так, теперь дальше. Здесь у нас подключено Modbus Slave устройство TCP. Вот TCP и устройство для коммуникации ESP32, порт 502. И дальше здесь у нас так, кольца, всего 2 кольца. Первый кольца, вот это при появлении высокого уровня включается, при повторном нажатии, если опять высокий уровень будет, выключается. А это у нас эта картинка меняет, то есть состояние показывает, вот на нулевом регистре первый бит будет вот это включено, выключено. Вы видели, как это работает. Потом холдинг регистр. Тут на первом температура
показывает температура, на втором регистре показывает коэффициент КП, на третьем регистре коэффициент КИ и на четвертом регистре коэффициент КД. На девятом регистре показывает температура, то, сколько установлено. Здесь показывает вот это реально, сколько есть, а здесь сколько установлено. А между этим были вот остальные, чтобы можно было устанавливать. Я не стал усложнять, и времени мало, есть другие дела, поэтому не стал этот. Просто я хочу показывать, как это все работает. Можно одновременно, что и там, и здесь работать. Давайте посмотреть вот это Фельброк, вот как схема работает. На первой плате у нас этот термодатчик стоит DS18520, то есть при включении адрес датчика записывается в массив, потом датчик начинает читать адрес массива. Не надо ручной адрес задавать. Вторая плата у нас сохранение данных на EEPROM. То есть здесь я немножко чуть подробно расскажу, как это работает. То есть если у нас на ОАРТе появилось что-то появляется, вот у нас УАРТ выбран сериал 0, RX, TX, вот это, нулевой выбран, как бы. То есть здесь посмотрите, новые данные, выходы, новые данные, очистка буфера по команде на входе. То есть данные получили, после получения данных, это данные вот здесь держится 20 миллисекунд, по-моему, сейчас посмотрим. Да. Данные держится вот 20 миллисекунд, потом отсюда команду дает, и данные стираются. Данные, то есть вот здесь через 20 миллисекунд сюда команду дает, стирает данные. Теперь дальше, вот самое интересное здесь, теперь как разделить команды и значение, там же все в одной строке идет. Вот поэтому используем вот это по строку, вот так. На первом, чтобы команда, вот считаем с нулевого до третьего, не по, а до третьего, здесь три цифры должны быть. Там первая команда 0003, потом 001. То есть при помощи вот этого можно уже 1000 команд отправлять вместе со значениями. Но можно и побольше, если здесь 4 делать, то уже 10 000 можно будет, но там в втором блоке надо будет понять. То есть в данный момент вот 3 числа. Первые 3 числа вот сюда появляется у нас, где команда. Здесь уже начало вот с третьего и до конца. Здесь уже значение идет. Здесь команда, здесь значение. Так, теперь вот как это использовать. Вот здесь вот сейчас, вот посмотрите, вот команда, вот это сравнение строк. Если команда, вот видите, 00030, вот если вот это здесь будет 3 нуля, вот здесь 3 нуля, и здесь 3 нуля, здесь высокий уровень образуется. То есть это у нас команда вот такая, это значение записывается, в значении, потом после вот этих трех цифр, какие цифры будут, записывается вот на переменные, записывается. После вот это записывается на EEPROM. Вот если тут это записали, если здесь число меняется, вот это записывается на EEPROM. Если изменение чисел будет, записываться. И точно так же вот остальные. Вот видите, сколько есть. Вот остальные. И кроме того, здесь еще есть генератор поставил, секундные импульсы выдает, обновляет все время данные, через каждую секунду все данные обновляет. Это из-за того, что если, допустим, на одной странице Nexion будет, потом переходит к другой странице, ничего не будет показывать, старые будут, а это каждую секунду обновляются данные. А здесь отправление данных на Nexion.
Вот теперь здесь обратный процесс, то есть если там сохранили здесь, допустим, изменений происходит, вот это на EEPROM, вот что сохранили, изменений происходит, здесь вот команду дают на отправку, уже передача на Nexon. Я уже в предыдущих видео показал, как это работает, вот это FB блок для передачи Nexon. То есть здесь уже вот это будет показываться на нулевой странице Т4, вот где текст Т4 будет отображаться вот это, что сюда задано, то есть с EEPROM. Вот таким образом осуществляется передача осуществляется. И потом последний у нас терморегулятор. Теперь терморегулятор. У нас только команда. Вот здесь опять сравнение стоит. Команда, вот здесь 004. Помните, я там показывал. Если вот эта команда, здесь будет 004, здесь на выходе высокий уровень образуется. И здесь RS-триггер срабатывает. Если вторично нажать, он уже будет выключаться. И кроме того, отсюда подключение еще мастек. Если там на кнопку нажали, опять включится, выключится. Точно так же. И здесь, если включится, видите, здесь картинки уже будет меняться. Пик 11, пик 12. При выключенном там включается вот это, отправляет на Nexon картинки какой-то. На нулевой странице, где текст 1, картинка меняется с 11 на 12 или наоборот, смотря включена или выключена. И здесь уже сам вот этот терморегулятор. Так, здесь, значит, отсюда, где value, температура задаем, здесь сколько задано, здесь вот эти для работы пит регулятора вот эти константы. Здесь КП, КИ и КД. Вот это отсюда задаем, сколько там задали, там будет пит регулятор. Вот это где тайм, я это не знаю для чего, ну, на всякий случай 1500 миллисекунд поставил, но нигде объяснения я этого не мог найти. Очень хорошо работу пит-регулятора вот объясняется на канале ключ к Arduino, но он тоже сам не знает для чего. То есть непонятно для чего, нигде в описании, нигде нету. То есть здесь на выходе меняется сигнал, меняется от 0 до 1024. У нас это, настолько я понял, 10 бит, поэтому вот это меняется от 0 до 1024. И здесь для выключения вот этой обогревателя, если там выключено, вот это 0 будет, если включено, то значение будет, которое вот отсюда подается, то есть включается, и здесь обогрев работает в шим режиме. Вроде все рассказал, как это все работает. Я хочу сказать, что вот это проект, не так, что готовый проект, просто очень простой такой проект сделал, чтобы показать, как это все работает. То есть одновременно работает каскада, Nexon и пит-регулятор. Вот так. Ну, как бы в учебных целях. Это не такой законченный проект, хотя можно использовать как пит-регулятор. Можно использовать. Ну, вроде все. Так, схема. Скетчи, то есть здесь будет скетч для FLPROG, потом будет скетч для этого Nexon, а для вот этого каскады, это уже можете, вот это через QR-код у меня будет на сайте, при помощи вот этого QR загрузить с сервера. Там в одном из моих видео там показал, как это делается. То есть включайте каскаду, нажали импорт проекта и включаете вот эту камеру, сканируете QR-код, и автоматически это будет загружаться в ваше мобильное устройство.
Только там разрешение очень маленькое, очень маленький, и они будут смещаться по сторонам. Ну, как получилось. Вроде все. Спасибо за внимание. До свидания.